Добрый вечер, с вами программа «Якутия Лайф» и ее ведущие Иван Луцкан и Ирина Ефимова. Последний в этом году выпуск программы посвятим итогам года. Вспомним, что было хорошего в 2020-м в Якутске, Алдане, Ленске, Нерюнгри, мирных тех крупных городах и районах, где вещает наш телеканал. Поговорим о том, как эти муниципалитеты справились с пандемией, какие планы есть на 2021 год у местных властей и чем жители могут занять себя на каникулах. На прямой связи с нашей студией первый заместитель главы города Якутска по развитию территории Евгений Николаевич Григорьев и глава города Нерюнгри Леонид Николаевич Олейник. Добрый вечер. Евгений Николаевич, первый вопрос к вам. Первый случай ковида и основная масса заболевших была выявлена в Якутске. Как город справился с этим? Какие меры, на ваш взгляд, были успешны и где были какие-то, возможно, недоработки? Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Ирина. Я приветствую всех зрителей, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Да, действительно, у нас 16 марта 2020 года была первая информация о неподтвержденном случае заражения коронавирусной инфекцией. Мы изначально понимали, что эта беда, возможно, дойдет и до нас, до нашего города, поэтому мероприятия по подготовке мы уже для себя начали разрабатывать чуть раньше. Так, сразу после 17 числа было принято постановление, по которому образовался оперативный штаб городского округа город Якутск по организации мероприятий, направленных на предупреждение завоза и недопущения распространения коронавирусной инфекции. Равно с этим мы, 17 марта реализуем уже утвержденный единый план мероприятий, согласно которому у нас 3 этапа. Мы, согласно этому плану, работаем по сей день, работаем по всем направлениям, которые утверждены в этом плане. Помимо этого мы выделили автомобили для наших медиков от управления делами окружной администрации города Якутска в количестве 5 единиц, чтобы возили медиков. Начиная со 2 апреля автобусы муниципального унитарного предприятия ЕПАК занимается подвозом медицинских работников. Помимо этого мы ведем трансляцию по экранам у кинотеатра «Центральный», ТРК «Туймада» с видео-аудиороликами, связанными с необходимыми мерами для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Также у нас по громкоговорителю, наверное, многие горожане слышали, мы ежедневно с 11 до 3 часов проводим в установленное время аудиосообщения о том, что происходят какие-то мероприятия и что нужно делать по недопущению коронавирусной инфекции. В целом, как мне кажется, город справляется. Само собой, у нас большое количество, самое большее количество заболеваний по городу, по республике в целом, но мне кажется, мы справляемся. Есть, конечно, ряд моментов, которые что можно было бы лучше сделать. Одно из них касается это общественного транспорта. У нас, к сожалению, сегодня по общественному транспорту не хватает водителей, и поэтому, интервалы мы соблюдаем, но и водители работают на грани. Поэтому над этим нам надо еще работать. В целом, я считаю, что справляется. Спасибо. Спасибо, Евгений Николаевич. Леонид Николаевич, вопрос теперь к вам. Я буквально уже за эту осень и зиму был дважды в Нерюнгри и вижу, что люди соблюдают все меры безопасности. Как, на ваш взгляд, пережил ли Нерюнгри уже пандемию или до сих пор переживает, какие-то отголоски ее видны? К сожалению, мы, как и все другие населенные пункты нашей республики, столкнулись с проблемой распространения новой коронавирусной инфекции. И, на мой взгляд, мы еще не пережили. Мы еще переживаем вместе со всеми. Мероприятия, которые нами спланированы оперативным штабом Нерюнгринского района, они выполняются для того, чтобы предотвратить распространение данной инфекции. Что на сегодня? На сегодня у нас, к сожалению, мы в группе районов риска, Нерюнгринский район, как и самый большой населенный пункт город Нерюнгри. К сожалению, каждый день выявляются новые люди, которые заболели этой инфекцией. Порядка от 6 до 11 случаев в сутки наша лаборатория ПЦР выявляет за один день.
На сегодняшний день, по состоянию на вчерашний, вернее, день, были данные, что 673 человека только в городе Нерюнгри болеют, не считая тех, которые еще болеют по району. На мой взгляд, те мероприятия, которые нами спланированы, они достаточны, и мы все-таки просим наших людей соблюдать меры личной безопасности, чтобы не допускали скапливания большого количества людей, соблюдали меры безопасности, масочный режим, перчатки и социальная дистанция. Вот то, над чем мы сегодня работаем. Мы задействовали для этих целей информирование населения. Все методы и способы информации передаем как через социальные сети, так и посредством тех вещательных компаний, которые работают на территории города и на территории района. 2020 год был для многих непростым, год, говорят, был сложный, год, говорят, был тяжелый, но все-таки что хорошего вы отметите для столицы республики и для горожан? 2020 год для нас являлся вторым годом в реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». За этот год мы отремонтировали порядка 25 километров дорог. То есть суммарно за 2 года у нас получилось около 50 километров дорог, которые отремонтированы, построены, реконструированы. Это, конечно, безусловно, хороший шаг в развитии города Якутска. За 2020 год нам удалось. За 2020 год мы ввели около 280 тысяч квадратных метров жилья. Темпы строительства, значит, несмотря на все эти ограничения, связанные с пандемией, достигнуты планы. Мы в целом смотрим то, что вот, несмотря на вот весенний локдаун, который у нас был, в целом город, значит, предприниматели его живут, значит, показатели бюджета у нас сохранились, значит, несмотря на рост, значит, безработицы в целом, да, мы экономические показатели по городу стабильны. Поэтому, значит, я говорю то, что 2020 год, несмотря на все вот эти вот перипетии, которые со всем мы столкнулись, город справился, город, значит, реализовал те задачи, которые ставились перед ним в рамках национальных проектов, и остается дальше работать в этих же проектах, значит, никаких, значит, срывов сроков нами не допущено. Спасибо. Ну что ж, отрадно слышать, что Якутск выполнил все планы, несмотря на пандемию, и даже рекордное количество дорог отремонтировали. А вот что в Нерюнгри? Леонид Николаевич, вам удалось ли все воплотить? Повлияла ли пандемия? И что позитивного, самое главное, произошло в Нерюнгри в 2020 году? Ну, несмотря на пандемию, мы справились с теми задачами, которые мы перед собой ставили на 2020 год в плане благоустройства, в плане комфортной городской среды и в плане всех необходимых ремонтов и подготовки города. Мы закончили капитальный ремонт одной из центральных улиц в городе Нерюнгри, которая планировалась в 2020 году. Мы обязаны были провести эти работы. У нас выполнены работы по благоустройству общественных территорий. Мы произвели работы в одном из мест такого притяжения, это парк по улице Амосова. 6 дворовых территорий по программам региональным и федеральным мы сделали. Продолжается программа переселения. Несмотря на сложности и трудности, в декабре месяце введен в эксплуатацию жилой дом 10-этажный. Сейчас идет процесс оформления квартир в собственность и передачи этих квартир для заселения людей. Уже начиная с конца декабря, с 28 числа мы планируем, и в январе месяце десятки нерюнгринских семей переселятся по программе переселения из аварийного фонда. Не меньшие задачи мы ставим перед собой на 2021 год. Планы уже все сформированы, и мы уверены, что мы с теми задачами, которые себе ставим, мы справимся и в 2021 году. Я, кстати, слышала, что по комфортной среде Нерюнгри был как-то отмечен на федеральном уровне. Мы участники программы, мы принимали участие и по малым городам. К сожалению, наша заявка пока не удовлетворена. Но, тем не менее, мы по второй очереди парка культуры и отдыха имени Черяева уже на будущий год довели до нас финансирование. Мы разместили аукцион, и мы проведем ремонтные работы в нашем парке культуры и отдыха. На сегодняшний день мы самые активные, наверное, участники по программе формирования комфортной городской среды и по поддержке местных инициатив. Заявки на 2021 год поданы. Надеемся, что мы в них победим, и эти работы будут также выполнены.
Спасибо. Спасибо, да. Евгений Николаевич, ну вот буквально 24 декабря глава республики выступил с посланием перед Государственным собранием ЛТУМН, и столице республики в этом послании было уделено большое внимание. 45 километров дорог, которые должны сделать в 2021 году, также и статус столицы, закон, который был принят, сейчас будет активно развиваться. Вот какие есть планы, исходя из послания главы республики, в целом планы городских властей по положительным изменениям, которые, возможно, нас всех ждут? Ну вот реконструкция проспекта Ленина, как она пройдет, что мы увидим? Да, у нас действительно мы видим 2021 год как большой вызов в целом для городской команды. У нас небывалый объем ремонта дорог планируется на 2021 год. 45 километров – это чуть меньше того, что мы сделали за 2 года предыдущих, этот и прошлый. Помимо этого, мы в 2021 году начнем действительно эпохальное событие для столицы республики. Мы начнем полностью, значит, капитальный ремонт проспекта Ленина. Значит, по всей длине, от фасада до фасада, мы поменяем тротуарную плитку на гранит, мы сделаем гранитные бордюры, мы преобразим наш проспект полностью. Сегодня уже ведутся работы по ремонту, значит, колодцев коллекторов, канализационным, который находится по всей длине проспекта Ленина. Поэтому мы уже вошли в ремонтную фазу проспекта Ленина, проект уже начал реализовываться. Это раз. Значит, второе, нас ждет, мы в 2021 году заложили деньги, утвердили во втором чтении бюджета, значит, программу трехлетку благоустройства города Якутска. Эта программа направлена в первую очередь на ремонт дворовых территорий. Мы планируем для себя, ставим планку добраться до показателя 98 дворовых территорий за 3 года. Помимо этого мы отремонтируем, значит, и построим, продолжим строительство в этом году Парка Победы, закончим первый этап Парка Победы, и уже жители смогут к концу лета текущего года, 2021 года, приезжать туда и уже посещать детские площадки, спортивные площадки, гриль-зону. То есть это будет уже активное общественное пространство. Помимо этого, город, значит, на 2021 год ставит, значит, для себя задачу, большая задача у нас ставится по программе переселения. У нас дополнительно объемом к 6800 квадратам к нам дополнительно упадет финансирование в размере 4,5 миллиардов рублей. Это этапы 2022-2023 года. То есть мы за 2021 год должны будем реализовать 3 этапа. Поэтому огромные планы, большие задачи. Мы готовы работать. Спасибо. Ну, Леонид Николаевич, наверное, вопрос схожий вам. Что нового и хорошего будет у нерюнгринцев в 2021 году? Ну, 2021 год мы планируем также продолжить работы по капитальному ремонту наших улиц. Мы уже имеем проект и проектно-сметную документацию, которая прошла экспертизу. Центральная улица Лениной, подана заявка в правительство республики, в дорожный фонд. Надеемся, что она будет удовлетворена, и мы готовы к началу ремонтных работ по еще одной центральной улице. Соответственно, мы ожидаем продолжения работ по комфортной городской среде, по поддержке местных инициатив, по программам капитальных ремонтов. Мы очень активно включились в эту программу. У нас обновлены фасады в многих многоквартирных домах. И те работы, которые планировал фонд капитального ремонта республики, мы совместно с ними работаем в этом направлении. Соответственно, планов очень много. Мы надеемся, что 2021 год нам тоже, пандемия нам не повлияет на выполнение этих работ. И думаю, что все будет доведено до логического конца. Ну что ж, теперь хотелось бы обсудить каникулы предстоящие. И первый вопрос, как у жителей Якутска, у меня к заместителю мэра Якутска. Какие мероприятия планируются в дни каникул, так, чтобы и семью развлечь, и массовых скоплений людей избежать? Да, у нас в новогодние каникулы учреждения культуры подготовили разнообразные мероприятия, которые будут интересны не только горожанам, но и гостям столицы. Безусловно, они будут проходить там с соблюдением мер, значит, социального дистанцирования. Также в связи с сложившейся ситуацией многие программы есть возможность, значит, пройти дистанционно в онлайн-формате. Так, например, значит, Центр культуры проведет, значит, Юрий Алексеевич Гагарина проведет аудиовизуальную новогоднюю онлайн-сказку «Морозко».
а также семейную командную игру «Новый год без хлопот». Значит, библиотеки города будут тоже работать в онлайн-режиме, проведут все различные мастер-классы. Помимо этого, у нас, в зависимости от погоды, можно провести на наших центральных площадях неплохо время. Все украшено, все действительно сказочно, новогоднее. С более подробной программой можно ознакомиться на сайте Управления культуры и духовного развития города Якутска, и там на сайте Якутия-24 я тоже видел, есть информация. Спасибо большое. Но поскольку к онлайн-мероприятиям могут, я так понимаю, и жители Геленджика тоже присоединиться, но все-таки я у Леонида Николаевича отдельно спрошу, как вы посоветуете провести праздничные дни жителям вашего города? У нас, как и в городе Якутске, также спланированы мероприятия и культурные программы, которые будут проходить в онлайн-режиме. Соответственно, наш Центр культуры и духовности подготовил и для детей программу. Большой рождественский концерт, который будет проходить 7 января в онлайн-режиме, мы уже его записали и планируем транслировать его по социальным сетям. Будут работать также наша библиотека, где будут проходить различные викторины, конкурсы в онлайн-режиме. Соответственно, у нас не планируется таких мероприятий, которые будут связаны с скоплением людей, для того, чтобы не распространялась коронавирусная инфекция. Но для горожан что у нас будет работать? Будет работать и горнолыжная база, будет и лыжная база работать, где горожане могут прийти небольшими группами, с семьями, отдохнуть, походить, подышать свежим воздухом. Соответственно, на нашей площади также подготовлено все. И фигуры, и новогодние все мероприятия. Так что Новый год я пожелал бы всем нашим горожанам встретить в кругу друзей, в кругу близких людей, родственников, именно по домам, чтобы никто никуда не выходил. И пожелать, конечно, пользуясь случаем, крепкого здоровья, счастья, благополучия, чтобы во всех людей в их домах царили только счастье, взаимопонимание и любовь. Евгений Николаевич, у вас тезка по отчеству, да, Леонид Николаевич уже начал поздравлять своих жителей. Теперь ваши пожелания жителям города, республики. В канун наступающего 2021 года я хочу пожелать всем, без исключения, в широком понимании этого слова, благополучия. Чтобы у вас было крепкое здоровье, чтобы семья была здорова, чтобы достаток был, все ваши дела, все ваши планы, которые вы ставите себе на грядущий 2021 год, непременно должны сбыться. Значит, мы должны быть едины, мы должны быть опорой друг для друга, должны заботиться и друг о друге и быть, значит, доброжелательными. И стремиться сделать общий дом наш, не только город и республику, удобными, лучшими местами для нашей жизни. Спасибо, с наступающим Новым годом. Спасибо нашим гостям за итоги 2020 года и за пожелания. После короткой рекламы мы обсудим эти же темы с главами Алданского, Ленского и Мирнинского районов. Оставайтесь вместе с нами. С вами по-прежнему программа «Якутия Лайв». Вместе мы подводим итоги 2020 года в крупных городах и районах республики. На прямой связи с нашей студией глава Алданского района Северин Николаевич Поздняков, глава Ленского района Жумарт Жакслыкович Абельманов и глава Мирнинского района Ришат Нургалиевич Юзмухаветов. Добрый вечер. Добрый вечер. Северин Николаевич, первый вопрос к вам. Как Алданский район преодолевает последствия пандемии коронавируса и сейчас справляется с тем количеством заболевших, которое выявляется ежедневно? Добрый день, уважаемая Ирина, Иван, уважаемые жители республики. Алданский район тоже не стал исключением, и коронавирус его тоже не обошел, к сожалению. Поэтому с весны, когда только появились первые больные, мы, конечно, мобилизовали все силы, средства для того, чтобы бороться с надвигающейся пандемией. Мы увеличили коечную мощность в нашей городской больнице и в больницах поселений. Мы мобилизовали силы районной администрации, крупных предприятий для того, чтобы дооснастить наши лечебные учреждения, открыть лабораторию ПЦР-диагностики, которая должна стать и стала уже лабораторией экспертного класса. Конечно,
Я думаю, что основной, наверное, такой большой удар коснулся у нас города Алдана, который весной был полностью закрыт, все предприятия остановлены, кроме предприятий жизнеобеспечения. Конечно, пришлось, и большая работа была и с жителями для того, чтобы наладить все процессы, наладить жизнеспособность города Алдана. Я думаю, что нам удалось с этим справиться. Но, как подчеркивали коллеги мои, пандемия еще не кончилась, и борьба продолжается, поэтому, конечно, мы не расслабляемся. И я в своем обращении хотел бы выделить, конечно, наших медицинских работников, которые и сегодня стоят на боевом посту и работают на благо сохранения жизни и здоровья наших алданцев. Конечно, много и коррективы внесла пандемия в работу в целом, и школы, дошкольных учреждений. Школы у нас переходили на удаленный режим работы, и это тоже необходимо было мобилизовать, настроить всю работу, в том числе интернет-работу. Привычно уже стало в жизни, наверное, алданцев, да и всех жителей республики слова такие Zoom, имеется, если у нас руководители, то ВКС уже по Zoom. Поэтому, конечно, в этом напряженном режиме мы работаем до сих пор, и я хотел бы тоже, пользуясь случаем, высказать благодарность и медицинским работникам, и руководителям крупных наших предприятий, Полюс Алдан, АО «Селекдар», «Газпром Трансгаз» и многие-многие другие, которые оказали действительно действенную и оказывают действительно действенную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Но, тем не менее, несмотря на пандемию, мы не забывали, что необходимо нам было выполнять и вопросы реализации национальных проектов, и те вопросы, и те планы, которые мы ставили на 2020 год, конечно, с их корректировкой. Поэтому борьба с коронавирусом продолжается, работа продолжается, и тут мы никоим образом не расслабляемся. Спасибо, Светлана Николаевич. Жумар Жакслыкович, а как обстояла ситуация с коронавирусом у вас в Ленинском районе? Добрый день, уважаемые ведущие, уважаемые коллеги, все жители Республики Саха-Якутия. Да, этот год был тяжелый для всех, особенно для нас, районов, скажем, промышленных. На самом деле у нас очень большое количество островиков находится на нашей территории, помимо наших жителей. Конечно, нагрузка была для всех моих коллег очень большая, но я думаю, что мы прошли его достойно. По возможности сохранили уровень жизни достаточно, в принципе, провели большую работу, скажем, по сохранению здоровья людей. По сути говоря, сегодняшняя день обстановка, она более-менее адекватна. У нас, проясняется, конечно, бывает пару больных, сразу 20 человек выписываются выздоровевших. По большому счету ситуация под контролем. Как сегодня коллеги говорят, большая помощь, скажем, большое спасибо нашим медицинским работникам. Огромную работу они провели за этот период. Но социальной администрации тоже было очень большие вливания и помощь нашей районной больнице. Соответственно, закупали мы сами и тесты, закупали оборудование, закупали спецтехнику. Всеми возможными средствами помогали нашей районной больнице, да, по сути говоря. Поэтому все наши районные программы, которые были запланированы в этом году, несмотря на пандемию, мы 100% исполнили. Все социальные проекты, все отработаны, сельхозпроекты наши тоже самодостаточные, тоже были все выполнены. Конец года, по сути говоря, мы закончили хорошо. Единственное, сегодня последние события, мы вчера открыли после долгого ремонта общественную баню. В формате запустили для людей. Это последний подарок был для жителей перед Новым годом. Но в итоге жизнь в районе, по-моему, налажена. 2021 год у нас в плане развития лесопромышленного комплекса, это опять рабочие места. Но, конечно, есть небольшие проблемы есть с оттоком населения в связи с закрытием ряда потенциальных предприятий, подразделения Алроса. Я думаю, что мы это перешагнем потихоньку, и дальше у нас все будет хорошо. Спасибо. Ришат Нургалиевич, как подытожите период ограничительных мер, которые были в Мирнинском районе? Мне бы хотелось тоже поприветствовать всех телезрителей телеканала «Якутия Лайв». И отвечая на ваш вопрос, отметить, что нам удалось, благодаря всем вместе, я имею в виду федеральные, республиканские, местные органы власти, нашу акционерную компанию «Алроса», предпринимателей, врачей, медиков, противостоять распространению новой коронавирусной инфекции в Мирнинском районе. Нам она пришла в район одна из последних. Нам удалось не допустить вспышек, не удалось введение новых жестких мер в виде карантина. И все это позволило нам действительно противостоять распространению COVID-19. И я считаю, еще раз подчеркиваю, что это стало возможным благодаря совместным действиям
всех органов власти, акционерной компании «Алроса» и наших недропользователей. Спасибо. Северин Николаевич, мы все помним, как Алдан переживал карантин одним из первых, да, а все-таки что позитивного произошло для жителей района в 2020 году? Ну, как говорится, коронавирус коронавирусом, а жизнь не останавливалась. И, конечно, наши планы, которые мы наметили на 2020 год, мы постарались реализовать. Тут понятно, что прежде всего, как Алданский район, так и город Алдан является лидером по количеству ветхого жилья. И работу в этом направлении, которую мы начали еще в 2019 году, мы продолжили в 2020 году. И в конце на конец этого года можно уже судить о том, что 8 многоквартирных домов уже были сданы в Алданском районе, и 330 семей получили ключи от новых квартир. Дальше мы реализовывали программу по оснащению наших школ цифровым оборудованием. Также мы работали по строительству нового детского сада в поселке Солнечный. Все шло с таким достаточно тяжелым скрипом, но тем не менее нам удалось, и правительству за это огромное спасибо, что нас поддержали в этом направлении. Также одной из ключевых проблем, которая ставится, и не первый год уже ставится в Алданском районе, это вопрос чистой воды. И в этом году, я думаю, что нам удалось сдвинуть дело с мертвой точки. И на 2021 год мы уже запланировали завершение проектных работ по городу Алдану для реализации проекта «Чистая вода». Вот. Начато, конечно, с помощью «Газпрома», начато строительство катка, крытого хоккейного катка. Продолжена многотрудная и многолетняя тема бассейна «Энергетик». И в 2020 год активно устроился, реконструировался, и мы надеемся, что в начале 2021 года он обязательно вступит в проект, вступит в свои, и откроется. Вот, в принципе, такие достаточно интересные события проходили. Конечно, многие события у нас проходили в онлайн-формате, в связи с пандемией, но они также привлекали к себе, внимание жителей Алданского района. Тут и традиционный СЭХ, который проходил тоже в онлайн-формате. То есть, еще раз говорю, пандемия, но жизнь не останавливалась, и все планы, которые мы наметили, мы реализовывали. Спасибо, Северин Николаевич. Жумар Жаслыкович, наверное, следующий вопрос вам, он схожий. Какие положительные события происходили в течение года в Ленинском районе? Ну, в этом году мы, в принципе, то, что планировали, все наши социальные объекты полностью откапиталили. Да? У нас практически все в ближайшие 10 лет у нас деньги вкладывать в эту программу не придется. Я еще хочу, в этом году у нас, наверное, первый раз, у нас нет очередей в садиках от полутора лет и выше. У нас все места свободны, все доступно, и никаких проблем с садиком в ближайшие годы не возникнет. Ну, по сути говоря, все программы исполнены. Я говорил, что все социальные объекты все построены. В этом году начали строительство детской музыкальной школы, начали строительство, первый этап. Планируем 2021 год начать строительство ФОКа, это ледовый дворец с бассейном. Там соучастие правительства, «Газпрома» и района. Да? Думаю, в этой программе должно принять участие Сургутнефтегаз. И надеюсь, что в этом году с получением проекта торгуемся, строительство этого объекта большого начнется. Спасибо. Ришат Нургалиевич, можете тем же самым похвастаться? Какие хорошие новости принес 2020 год для жителей вашего района Мирнинского? В уходящем 2020 году в Мирнинском районе была введена новая долгожданная школа на 275 мест в поселке Алмазном, в открытии которой 1 сентября уходящего года принимал участие глава республики Арсений Сергеевич Николаев. Был построен долгожданный также мост через реку Малая Батообия. В прошлое, надеюсь, ушли наши фантомы и те проблемы, которые были всегда с переправой во время половодья или крупных дождей на реке Малая Батообия. Был построен новый 71-квартирный жилой дом в городе Мирном по программе переселения из детского и аварийного жилья. Новое здание получило у нас Айхальский филиал Мирнинского регионально-технического колледжа. Был построен очень хороший, новый, шикарный, я считаю, стадион при школе номер 9 в селе Сосюрях, в том числе за счет компании «Сосюряхнефтегаз» Добыча. Открылся IT-центр у нас в городе Мирном. Ну и тоже немаловажное событие было в селе Сельдюкар. У нас был введен в этом году новый животноводческий комплекс на 200 мест.
Ну и нельзя забывать, что в уходящем году мы успели до пандемии в январе-феврале отпраздновать 55-летие Мирнинского района. Я лично побывал во всех поселениях, мы успели наградить наших лучших жителей Мирнинского района, провести концерты с участием артистов из Москвы, Якутска, Бысток. Все равно мы, несмотря на те ограничительные меры, в онлайн-формате провели все мероприятия, связанные с 75-летием Великой Победы. Приняли активное участие, я считаю, жители Мирнинского района в общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации и активно участвовали в выборах. У нас 13 сентября этого года прошли выборы в 5 муниципальных образованиях, где были избраны 5 новых глав муниципальных образований. Это поселок Апекал, это поселок Светлый, это Стадынский Венкийский национальный наслед, это Бытловинский наслед и Чвонинский наслед. Так что было довольно много интересных событий в уходящем 2020 году. Спасибо, Ришат Нургалиевич. Вопрос, Сергей Николаевич, вам. Что ждет жителей Алданского района в новом 2021 году? Ну, на 2021 год мы тоже построили такие хорошие, серьезные планы. В Алданском районе 2021 год объявлен годом охраны здоровья населения. И первым, наверное, таким большим мероприятием это будет открытие филиала Якутской республиканской офтальмологической больницы, за что я вот хотел поблагодарить в прямом эфире Ивана Петровича Луцкана, сейчас собеседника моего сейчас, за то, что он эту идею мог вместе с нашей больницей, и я думаю, что в начале года она быстро воплотится. Люди этого очень ждут. Конечно, намечены и другие мероприятия. Что касается в целом жизни, не только медицины, планируем продолжение программы переселения из ветхого жилья. Тут нам никоим образом нельзя снижать темпы строительства. Планируем, что завершится строительство детского сада, как я уже сказал, в микрорайоне Солнечном. Ведется бассейн, будет очень много таких мероприятий касаемо не только строительства, но и общественной жизни. Надеемся, что все-таки пандемия будет спадать, и многие из этих мероприятий удастся уже пройти в офлайн режиме. Вот, поэтому такие достаточно хорошие планы у нас на перспективу по развитию Алданского района. Будем строить, ремонтировать дороги, улучшать среду, комфортную городскую среду. То есть планов очень много, и мы уверены, что они обязательно сбудутся в наступающем 2021 году. Мы тоже в этом уверены. Спасибо большое. Жумарт Жакслыкович, а какие изменения к лучшему произойдут в жизни ленчан в 2021 году? 21 год он сам по себе интересный. Уже запланировали строительство тепличного комплекса большого у нас на 4000 квадратных метров. Плюс на 21 год в конце января, начало февраля будет открытие нового молочного цеха большого, где мы будем выпускать сырную продукцию, выпускать новые виды молочной продукции. Соответственно, у нас большой объем развития сельского хозяйства. Я, как говорил, уже будет, по крайней мере, 21 год это начало развития лесопромышленного комплекса. Это опять же пункт создания рабочих мест. Также мы у себя 21 год запускаем комбинат или как центр закупок, где полностью будет и комбинат школьного питания, и центр закупок оборудования для наших учреждений. Ну, планы громадье, желаний много, ну, постараемся, чтобы они все сбылись. Спасибо. Ну и теперь Мирнинский район. Что нового и хорошего ожидает мирнинцев в 2021 году? Ришат Нургалиевич. Ну, если говорить о тех планах реальных, которые уже воплотятся в самое ближайшее время, это можно отметить, что мы начали строительство нового 71-квартирного дома для муниципальной и бюджетной сферы в городе Мирном. Начинаем строительство Дворца детства в городе Мирном при условиях софинансирования со стороны акционерной компании «Алроса». Мы должны завершить в следующем году 6-й этап, последние 3 километра строительства муниципальной автодороги от поселка Светлый до села Сюльдюкар. Мы должны газифицировать 20 жилых домов в селе Тасурях за счет Иркутской нефтяной компании, положить асфальт на центральной улице в селе Тасурях при содействии компании РНГ. Ну, также будет у нас продолжаться программа переселения из ветхого аварийного жилья. Из таких крупных объектов в следующем году в Мирном начнется строительство новой взлетно-посадочной полосы и аэровокзального комплекса. Это многомиллиардный проект, который в течение 3 лет должен воплотиться в жизнь. Начнется строительство Удачного, и впереди нас ждет газификация города Удачного. Это тоже крупный проект. Начнется модернизация газового промысла в районе села Тасурях
предприятия «Алроса Газ». Начнется, наконец-таки, асфальтирование на территории Мирнинского района федеральной дороги Вилюй, и запланировано строительство 2 мостовых переходов на республиканской дороге Анабар. Это вот такие ближайшие сроки крупные в рамках национального, республиканских проектов и муниципальных целевых программ на новый 2021 год. Спасибо. Ну что ж, хотелось бы пожелать всем исполнения, конечно, планов, но обсудить ближайшие планы на каникулы длинные. И начнем, наверное, с Алдана. Северин Николаевич, как будут проходить для алданцев каникулы, какие меры нужно соблюдать или можно уже расслабиться понемножку? Ну, расслабляться рано, пандемия не кончилась, и количество заболевших и заболеваний и в целом по республике, по Алданскому району пока достаточно высоко, и поэтому все мероприятия, которые у нас будут проходить на каникулах, будут проходить в онлайн-формате. Они уже начались, с 21 декабря у нас ведется уже такое поздравительное, в поздравительном формате, по онлайну выступают руководители наших предприятий, руководители муниципалитетов, видные жители Алданского района, которые поздравляют своих земляков с наступающим Новым годом. Конечно, управление культуры Алданского района, управление культур муниципалитетов очень сильно подготовились и сделали такую насыщенную новогоднюю программу. Здесь у нас будут и онлайн-викторины, и трансляция новогодних елок, которые у нас были в предыдущие годы, и они были очень красочные, запоминающиеся. Я уверен, что жители Алданского района, ну и в целом республики, если зайдут на YouTube-канал МКУ Управления культуры Алданского района, в новогодние праздники смогут посмотреть, какие красочные, замечательные новогодние мероприятия у нас были в прошлом, начиная с 14 по 19 годы. Вот. Поэтому достаточно много мероприятий. Конечно, они будут все проходить, к сожалению, в онлайн-формате. Но наша культура не теряет надежды, у нее большие планы на 2021 год для того, чтобы все-таки по окончанию пандемии они не, так сказать, с новой программой, с новыми силами, так сказать, представили свое творчество жителям нашего района. Жумарт Жаслыкович, удивите чем-нибудь в новогодние праздники жителей района? Может, сами как Да, Дед Мороз конечно, придете? большинство мероприятий пройдут в онлайн-формате, но у нас, по крайней мере, мы под комитет подготовили ряд программ, подготовили. Это у нас будет работать горнолыжная база, будет работать прокат коньков со всеми мерами предосторожности, да, по сути говоря. Ну и такие туристические варианты, походы, скажем, совместные, будут там в наши населенные пункты, в объезды наших исторических мест. Ну, посмотрим, отработаем по возможности. Но единственное, что мне хочется, чтобы люди, если при хорошей погоде, могли все-таки больше находиться на природе, да, общаться на природе с соблюдением всех мер предосторожности. Спасибо. Спасибо. И Ришат Нургалиевич, тот же вопрос, как провести длинные выходные жителям Мирнинского района. Но во всех населенных Мирнинского района уже установлены елки, построены снежные ледовые городки. Компания «Алроса» подарила новые горки с неоновым даже освещением жителям удачного Айхала и города Мирного. В новогоднюю ночь у нас в Мирном, удачном Айхале состоится традиционный новогодний салют. В других населенных пунктах тоже пройдут фейерверки, но не будет, конечно, новогодних поздравлений, мероприятий на площадях, возле елки, все мероприятия онлайн. Есть уже составлена, конечно, большая культурная программа, она размещена на официальном сайте администрации Мирнинского района. Все мероприятия будут проходить онлайн, но будут работать также и спортивные объекты. Это горнолыжная база, лыжная база, ряд других объектов, прокат коньков, но с применением, конечно, ограничительных мер, о которых было озвучено. Так что я считаю, в принципе, на новогоднем празднике жителям Мирнинского района будет где погулять, но очень еще раз призываю всех мирнинцев, всех жителей Мирнинского района встретить Новый год традиционно, семейно, в кругу семьи, родных, близких, и уделить, позволить себе найти все-таки время, праздничный день именно для семейного общения в кругу близких и родных людей. Вот ну, что ж, я теперь предлагаю нашим гостям поздравить якутян с Новым годом, что-то пожелать. Давайте начнем с Северина Николаевича.
Уважаемые якутяне, я от себя лично, от жителей Алданского района, всем вам желаю здоровья, здорового оптимизма. Трудности рано или поздно заканчиваются, и нам надо смотреть вдаль, смотреть на перспективу. Поэтому хотелось бы, конечно, вот когда я говорил о здоровом оптимизме, в слова я вкладывал именно эти понятия. Также, чтобы в ваших семьях всегда царил мир, добро, взаимопонимание и, самое главное, любовь. С наступающим всех Новым годом! Спасибо. Ленский район, пожалуйста. Уважаемые жители республики, от себя лично для лица администрации Ленского района хочу пожелать всем, все ваши мечты и планы в 2021 году обязательно сбылись, несмотря на все катаклизмы. Всем здоровья, мира, добра, благополучия. Еще раз праздничком. Спасибо. Мирнинский район, пожалуйста. Я бы хотел пожелать всем жителям нашей родной республики достойно проводить высокосный ковидный 2020 год, а в новом 2021 году хотелось бы пожелать всем здоровья, семейного счастья, семейного благополучия, достатка, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Всех с новым 2021 годом! Спасибо. Ура! Спасибо. Завершающий выпуск программы «Якутия Лайв» в этом 2020 году подошел к концу. Хотелось бы поблагодарить гостей за участие в нашем прямом эфире и за те пожелания, которые они только что озвучились. Встретимся обязательно в эфирах на следующий 2021 год. И хочется от себя все-таки 2021 год главой республики был объявлен годом здоровья. Хотелось бы всех своих коллег-врачей поздравить с этим, потому что впервые в республике это событие состоялось. Я надеюсь, что у нас все получится. А всех телезрителей поздравить с наступающим 2021 годом. Пусть все ваши желания сбываются. Пусть самое небольшое, но оно обязательно произойдет в 2021 году. Будьте счастливы. В свою очередь желаю всем здоровья, приятного отдыха и полезных, приятных каникул. На этом я, Ирина Ефимова и Иван Луцко с вами прощаемся. Всего доброго. С наступающим Новым годом.